В Гулырбшской средней школе имени Даура Бигвава обучаются 484 ученика. Из них в начальной школе 184. При входе в учреждение у всех без исключения проверяют температуру. Вице-премьер Сергей Пустовалов зашел в несколько классов и проверил, как соблюдаются предписанные санитарные нормы. Всего 26 человек, но у нас веерное посещение, они периодически сменяются. И в классе присутствует систематически 17 человек. 17 человек. В школе обучение проходит в 2 смены с понедельника по субботу. В первой смене занимаются учащиеся начальной школы, во второй – старшеклассники. Соблюдается шахматообразная рассадка. За каждой партой по одному ученику. В каждом классе имеются антисептики. 2 крупные школы, да, вот Гулырбшская и Дранская. Есть классы достаточно крупные, где до 20 человек. Есть. Где больше 20 мы применяем веерное посещение учащихся, то есть часть учащихся находится на самостоятельном в течение, допустим, недели. Потом другая часть идет на самостоятельное обучение под контролем педагогов, естественно, получают домашние задания. Качество учебного процесса не пострадает от этого? Конечно, пострадает немного, но это вынужденная мера. Мебели нам не хватает тоже, для того, чтобы детей отдельно каждого за парту. Все ваши какие-то просьбы и проблемные вопросы, конечно, будут переданы. И я думаю, что какая-то реакция по мере возможностей, несомненно, будет. Как отметили учителя, весь карантин они проводили онлайн-уроки. Однако, по их мнению, это не дало эффективных результатов. Если говорить об учениках, то они рады возобновлению учебного процесса. Писали много упражнений, занимались по математике, решали уравнения, задачи, читали много всяких сказок. По школе ты соскучилась? Конечно, очень. Я очень ждала, чтобы школу открыли. Я рад очень сильно, что школа началась. А то очень сложно так, когда дома сидишь. Буфет в школе не работает, дети приносят еду из дома. Сергей Пустовалов заглянул и в учительскую. По словам директора Гулырбшской средней школы Эллы Пипи, в их коллективе 9 педагогов старше 60 лет. Все они работают, несмотря на то, что входят в группу риска. Во избежание распространения коронавирусной инфекции здесь стараются соблюдать все меры безопасности. Мы им предложили, что если вы переживаете, можете остаться, но каждую свою профессию, наверное, любит и сказали, мы не можем дома сидеть, у нас есть желание работать, и вот так и работают. В завершении инспекции вице-премьер Сергей Пустовалов подвел ее итоги. Посещение школ предписано всем членам правительства поручением президента Республики Абхазия. И в соответствии с этим поручением мы не только проверяем наличие определенных параметров, которые позволяют предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, но и рассматриваем те проблемы и основные просьбы, которые высказывают директора школ и образовательных учреждений. В данной школе мы видим, что коллектив во главе с директором принимают все меры для того, чтобы обезопасить детей от заражения и педагогов. Учебный процесс идет, дети стараются, учителя стараются, родители с пониманием относятся ко всем мероприятиям, проводимым администрацией школ. В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике идет на спад. Чтобы сохранить эту тенденцию, Сергей Пустовалов призвал с ответственностью относиться к предписаниям СЭС и соблюдать все меры безопасности. Шазина Ханагуа, Инала Гухава, Абхазское телевидение.